здесь кроме полимера имеется. Но... Билет в будущее. А в Акмуллинском университете проходят профессиональные пробы для школьников старших классов Республики Башкортостан. Проект дает учащимся на раннем этапе определиться с выбором будущей профессии и учебного заведения для получения осознанно выбранной специальности. На базе Башгоспедуниверситета школьники пробуют себя в разных профессиях. Это очень важно для школьников, потому что дети в наше время вроде думают, что знают все, а на самом деле они не знают ничего. И поэтому, приезжая вот на такие вот мероприятия, дети узнают очень много интересного. Иногда они даже делают небольшие для себя открытия, начинают задаваться себе вопросом, куда даже вот выбрать профессию свою. В Институте физики, математики, цифровых и нанотехнологий школьники Нуримановского района познакомились с профессией наноинженера. Они прослушали лекцию об этом направлении и попытались получить наноматериалы из подручных средств простыми способами. Также участники проекта работали с технологией разработки VR-приложений на платформе WarWin, научились размещать объекты на сцене и реализовать логику проекта. Мы вот сейчас ставим самое простое, то что типа текст, лампочку и кнопку. Я планирую поступить в будущую работу, что-то связанное с программированием. Я интересовался в основном информатикой, но вот сейчас подумал, что все-таки можно интересоваться еще и физикой, потому что довольно интересно нам объяснили, рассказали. Школьники Уфимского района посетили естественно-географический факультет вуза, где познакомились с профессией генетик. В рамках профессиональной пробы учащиеся научились работать автоматическими пипетками, выделили ДНК из растительного объекта и провели реакции, подтверждающие наличие ДНК и белков в выделенном образце. Сегодняшние занятия очень интересные, содержательные. Они впервые чувствуют себя уже конкретными в профессии. И поэтому я думаю, что те навыки, умения и знания, которые они сегодня получают от нашей пробы, профессиональной пробы, от нашего занятия, наверное, останутся у них в памяти и будут в следующем, они пригодятся в дальнейшем выборе профессии. Кто такой педагог-организатор, чем он занимается и какими качествами должен обладать? На эти и другие вопросы ответил старший преподаватель кафедры педагогики Алексей Дударенко. Школьники познакомились с широкой сферой деятельности педагога-организатора в общеобразовательных учреждениях и организациях отдыха детей и их оздоровления. На собственном примере учащиеся вместе со студентами Акмуллинского университета сформировали дружный рабочий коллектив, прошли несколько игровых испытаний, направленных на знакомство, сплочение коллектива, выявление лидеров, развитие навыков общения и управление командой. Более подробно разузнали о профессии педагог-организатор. Оказывается, очень интересная профессия. Даже для себя я много чего интересного узнала. Думаю, что девочки мои провели очень интересное время. Я узнала для себя новую профессию. Я заинтересовалась даже этой профессией. Мне очень понравилось общаться с людьми. Эта возможность для меня была кстати, потому что я сейчас разыскиваю, куда мне поступать, куда подавать документы, и мне эта возможность очень понравилась. Преподаватели кафедры педагогики погрузили обучающихся в мир профессиональной деятельности специалиста в области воспитания и профессионального самоопределения. В специально оборудованной аудитории ребята узнали о работе классного руководителя, старшего вожатого, тьютера, воспитателя, приобрели новые навыки и умения. Я считаю, это очень полезно. Потому что дети с раннего возраста, если задумаются о том, кем они будут с самого раннего возраста, это будет действительно большой, скажем так, билет в будущее. Проект «Билет в будущее» проводится в рамках национального проекта образования. 58 регионов приняли участие в конкурсном отборе. Республика Башкортостан вошла в число 36 победителей.